Добрый вечер выходного дня, друзья. Мы на канале Якутия 24. И, как обычно, мы находимся в гастростудии у нашего друга Семена Тарбахова. И к нам в гости сегодня пришел предприниматель, мистер Волмастер Руслан Варфоломеев. Привет, Руслан. Приветствую. Приветствую. Да, да, познакомьтесь, Семен, Руслан. И так как у нас такая передача, у нас кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пожаловал и, как говорится, что мы будем сегодня делать с тобой вместе? Ну, сегодня мы будем готовить на горячее. На основное блюдо у нас будет рыба. Рыба будет двух видов, красная и белая. Красная рыба у нас будет выступать кежуч, и белая рыба будет треска. Выбирал такую рыбу, которую может купить любая хозяйка, приготовить быстро, доступно. То есть, поэтому это рыба. И еще что-то, да? Да, основной будет рыба, приготовленная в духовке, в панировке под сыром с розмарином. Подаваться будет с соусом сливочно-шпинатным, горячим. Да, я вижу, ты основательно подготовился. И будет салат овощной с двумя видами сыров. В принципе, это звучит так вроде бы емко, но это очень легко. Нет, ну, и вкусно. я вижу, что ты вообще конкретно основательно подготовился, молодец. Ну что ж, мне кажется, пора начинать. Давай, я место тебе уступлю. Благодарю. Да, я на обычное свое место вот здесь стою. Давай. Так, ну, во-первых, основное блюдо будет наша рыба. Повторюсь, это у нас кежуч и это у нас треска. Морская рыба? Да, морская рыба. Будем готовить ее в духовке. Ты ее не сам поймал? Нет, я ее не сам поймал. Я сегодня холодильник открыл и увидел, что в холодильнике именно эта рыба. Поэтому сегодня она будет выступать у нас главным героем. Давай. Ну, начнем с рыбы. Давай. Расскажи немножко о себе. Да? Откуда ты, все такое? Можешь прямо там с детского сада все начать рассказывать. Да? Ну, хорошо. Где ты вырос? Я вообще парень местный. В школе я учился в средней 15-й школе. Правда, до 9 класса, потом перешел в другую школу по определенным причинам. Да, мусорка у нас там. Можете, Так, рыба у нас готова. Да. Теперь нужно приготовить для нее панировочку. Для этого нужно будет нам терку взять. Ты мне говори, Да, какую? Большую, да. маленькую? Оп. Ну, давай попробуем, да, вот с этой, а там посмотрим. Надо очень мелко настругать наш сырок. Сыр нужен пармезан. Давай, может мне тоже что-то помочь? Давай, ты Смотрите. сыр натери. Давай. Ну, могу. Сыр могу натереть я, а нужно будет нарезать зелень. Так. Очень-очень-очень мелко ее надо нарезать. Натереть нужно будет именно на мелкой терке. Делается для чего? Чтобы она вообще мелкая-мелкая была? Мелкая-мелкая, потому что рыба будет потом обволакиваться этим сыром, и она будет лучше просто прилипать, и потом, когда она подойдет уже в духовке, она прям накроет ее как одеялком. Очень будет красиво и вкусно, соответственно. Натираем. Сыра тоже можно не жалеть. Сколько есть в холодильнике, столько и берем. Да, ну, суть до дела. Давай, я свои вопросы, которые заранее подготовил. Конечно. Ты после школы какое образование получал? У меня получилось так, что после школы я хотел поступать. Хотел поступать, причем в высшее учебное заведение, но при этом военное. Поехал в город Ярославль и не сдал там экзамен. Ну, не поступил? Не поступил, не сдал экзамен. Возможности у моих родителей не было тогда поступить на платную форму. И, в общем, я вернулся обратно. Сначала расстроился. Ну что, Родина зовет, долг нужно исполнять. И меня призвали в армию. Призвали в армию, прошло 2 года, пролетело. И потом, когда пришел, я уже тогда поступил в учреждение и отучился. Образование у меня связано как раз-таки с моей работой. Так получилось. На тот момент я не знал еще, кем я буду, да? Но оно прям по профилю получилось. Управление персоналом, факультет менеджмента. Да. Отучился, получил высшее образование, ну и потом пошел непосредственно мой путь уже жизненный. Да, ну то есть ты образование закончил и сразу стал бизнесменом? Или нет? Нет. Да. Я когда... Потому что мне интересно, узнать переход, когда человек все-таки думает, все, я сегодняшнего дня бизнесмен, попробую. Вот когда вот такой переход. Секундочку, обрати внимание, Семен
Это просто великолепно, если честно. Я просил мелко, но не настолько, но это просто шикарно. Это шикарно. Это шикарно. Вот это как раз-таки вот так нужно. молодец, получил. Да, и у меня когда иногда не получается, у меня супруга это делает. Поэтому это супер. Я бы сделал бы, может быть, получилось бы хуже. Даже? Ну да. Да. Не надо недооценивать себя. Да. Итак, дальше. Вот обратите внимание, вот такой должен быть сыр. Тоже вот мелко. прямо вот как снег, О. Я так думаю, что будет достаточно. Теперь нам нужен будет лимончик. Лимон, и мы натираем его точно так же. Прям туда? Прям сюда. Вот обратите внимание. Натираем его. О. Он будет, прям не жалейте. Так, сыр готов, цедра у нас готова. Закидываем туда непосредственно зелень. Вот это. Петрушечку. Дичь. Обратите внимание, мы солить сюда ничего не будем, никаких специй не добавляем, соль потому потом в что процессе или когда? соль даст непосредственно сыр. Столько соли, сколько нужно, он даст. Да. Да. Рыбку мы сверху подсолим сейчас, конечно. Вот получается вот такая красивая консистенция. Очень вкусно. Ты Запах рассказывал насчет розмарина. Розмарин, вот сейчас нам, кстати, понадобится, спасибо. Берем рыбу, непосредственно берем нашу главную Так, героиню. где розмарин? Розмарин у нас, вот вижу, В чаше? вот в стакане. В чаше? В стакане, вот, да, вот он розмаринчик. А, вот стоит, все. Розмаринчик. Тоже, Семен, наверное, да. Я сделаю вид, что знаешь, что это такое. Хорошо. Розмаринчик. Просто подумал, Берем. будет лучше его добавить в сырную заправку для аромата. Да. Как правило, так и делают. Ну Но да. я сейчас покажу немножко по-другому. Не нарезаем. Не нарезаем. Не нарезаем. Хорошо. Не нарезаем. Берем наш листик, и нам нужна будет сюда фольга. Фольга. Кто-то застилает Фольга. фольгой, ну, у нас есть фольга. Да, Сейчас да. есть Я различные- фольгомастер. Есть, Ты есть- волмастер, я фольгомастер. Вот так? Да. Нужно вот так вот. И вторую еще так же. Да, сверху, чтобы накрыть, да? Нет. Но надо, чтобы закрыты были края полностью. Потому ну ты что, вообще как бы ее делаешь... потому что она даст сок, и она немножко может потечь. Хорошо. Достаточно. Отлично. Можно фольгой, можно, сейчас есть в наше время различные силиконовые коврики, Да, можно да, да. коврики Ну, сделать. чего только нету. Да, чего только нету, ну, самое распространенное это. Теперь нам нужно будет оливковое масло. Ну, чтобы не прилипло это. Да. Теперь мы будем, берем нашу рыбу немножко мы уже подсушили на бумажке, и вот так вот прям Ну, слишком окунаем. сушить тоже нельзя, а то не прилипнет. Да? вот так вот прям окунаем. Сначала мы чуть-чуть окунули. Если И это было сверху. бы Ой, мясо, ой. если это было бы мясо, я бы посоветовал бы тебе сначала ее обмазать дежурской Вот. горчицей. А вот я забыл обмазать. Ну, горчицы я не пробовал, кстати, но можно будет попробовать. Но я забыл обмазать маслицем. Берем маслице и вот так вот чуть-чуть ее как бы подмазать, рыбку нашу. Подмазать. Кстати- Я бы взял в руки масло и вот так вот чук-чук сделал бы вообще. Да? Ну, типа, ну, можно. Типа тепло, любовь рук. Типа. Можно. Да. Так. Я люблю мясо так жамкать все время. Так, взять. Ну, с мясом, да. Да. Когда мы работаем с мясом, я думаю, что там все надо максимально делать руками. Ну, мне так кажется, да. А рыба как красивая девушка, что ли, хочется немножко поэстетичнее себе поступить. Поэтому помажем ее, обмажем, кому как удобней. И теперь мы берем наш сыр И посыпаешь. и посыпаем. Вот так вот создаем ей небольшую шубку. И Создаем это все шубку. растает и пролипнет. Да. Она растает. Да. Так, Так, это мы можем пока так, откласть? теперь мы, давай ее вот так как-то немножко Сверху нужно накрывать или просушим нет? её. Не Нет. надо. Так она Так. остается. И вот как раз сюда сейчас нужен будет чуть-чуть розмарин. Розмарин делается, как мы, вот буквально отрываем по щепоточке, по щепотке. Ну, это для вкуса чисто. Для да? вкуса, да. Розмарин не должен, И аромата. да, для аромата, Для аромата, ну. он не должен перебивать рыбу. Вот буквально чуть-чуть, чуть-чуть, потому что она в духовке, она Такое очень хорошо ощущение, дойдет. что он шеф-повар же, да? Да. А мы как будто мы учимся А мы- у Руслана готовить. Духовку мы поставили на 180 градусов, она сейчас дойдет.
И можно уже поставить. И можно будет уже поставить. Сколько времени ты собираешься это делать? Рыбка сама готовится в духовке 30 минут. Ага. Немного? Совсем немного, быстро. При этом вот мы сейчас рыбу приготовили. Можно дать ей чуть-чуть даже постоять. Начинаем готовить наш Салат? нет, соус сливочный шпинатный обязательно. Так, ну между делом, Руслан, продолжай рассказывать о своей трудовой деятельности. Как ты все-таки, мне интересно это все-таки узнать. Ты предлагаешь свежие, да? Берем брокколи свежую, буквально секунду. И режете. Ее надо разобрать. Сам шпинат, когда мы будем подавать рыбу и поливать ее, Семен, наверное, это знакомо, не наверное, а точно знакомо, соус будет теплый и прямо вот к рыбе, ну, это Ну просто да, замечательно. да. Сливочный соус. Да. Шпинат мы нарезаем, можно помельче, можно покрупней, и потом будем это дело смешивать со сливками и набивать на блендере. Берем А вот мы. получается, вот как ты бизнесмен, да? Получается, отчасти. И я хочу вот спросить, да, в обеденное время у тебя получалось так, что ты из-за времени приходилось тебе есть фастфуд? Или... Фастфуд? Да. Ну, я, может быть, кого-нибудь здесь удивлю, но я не любитель фастфуда вообще. Вообще? Ну ладно, Вообще, вот честное слово. ни бургер, ни пиццу. Ну пицца домашняя, пицца, которая подается в определенных местах у нас в Якутске, да, я ем, конечно. Но я фастфуд все-таки представляю, это вот какой-то бургер, или это картошка жареная на масле, или это там, допустим, курица там, различные панировки. Вот именно вот если этот фастфуд, мы говорим об этом фастфуде, такой фастфуд. то я... Американский фастфуд, Да, так- я так его как-то не называется. особо предпочитаю. Даже когда езжу в командировке, стараюсь все-таки находить места, где либо кафе, либо столовые. Обычно столовые, где можно поесть горячее. обычную нормальную да, еду. обычную еду. Но при этом я не скажу, что я не безгрешен, скажем так. Конечно, я ел, конечно, я пробовал, но я понял, что это просто не мое, скажем так. Надо же. Да. Ты, оказывается, редкая редкость, да? А ты Ну, любишь наверное, бургеры? да, в наше время я редкость. Если бы я жил бы, наверное, лет 20 назад, я бы, наверное, был бы не редкостью. А почему-то сейчас я редкостью выступаю. Так, берем сотейник, загружаем туда наш шпинат непосредственно. Берем сливки. Чуть-чуть мы заливаем сливками. Чуть-чуть Шпинат. буквально шпинат заливаем. Смачиваем. Не до конца пока. Потом у нас берется соль, перчик. Ну вот, перед тобой. Соль у нас отлично, она еще у нас и крупная. Люблю крупную соль. Использовать. Правильная соль. Да, правильная соль. Так, дальше мы берем перчик, подсыпаем. И мы берем блендер. Блендер. Сейчас мы берем блендер. Вот так чуть-чуть его. Вижу, что немножко ровновато нарезал. Блендеру придется потрудиться. Достаточно. Вот так вот. Все. Вот теперь можно сбивать и не переживать. Сбить надо максимально мелко до общей консистенции. Так. Теперь у нас, пока у нас сбивает соус непосредственно Семен, мы поставили воду и нужно приварить наше брокколи. Не сварить, а именно приварить чуть-чуть буквально, потому что потом они будут доходить. У меня мозг уже... Получается, как овощи на пару. Да, как овощи на пару, буквально чуть-чуть ее запанировать. Подварить. Так, наша духовка уже готова. Опачки. Опа. 180 градусов. Если духовка с двойным жаром, верхний и нижний, желательно поставить верхний и нижний. Если духовка обычная, ничего страшного в этом нет. Главное температура. Соус у нас уже готов. Сейчас он, когда будет уже непосредственно свариться, приготовиться, затомиться, он станет еще гуще и приобретет прям нужный вообще цвет. Прям нужный цвет. Прям. И нам нужно будет сейчас чесночок взять.
2-3. Пожалуйста. И главная добавка будет наш соус, это мускатный орех. Мускатный орех для вкуса нужного. Мускатный орех можно не жалеть, его можно прям вот так вот обильно. Ну, 2 чайные ложечки точно можно добавить. Давайте 1,5. Это измельченный орех получается. Да, это измельченный орех. Продается, кстати, тоже везде сейчас в данном случае. Это не редкость. Нужно его довести, когда он начнет закипать, густеть, вот тогда можно будет сразу его убавить. Угу. Так, водичка наша уже закипает буквально 2 минутки. Предлагаю тогда нарезать овощи, которые будут поджариваться на сковороде. Это у нас кабачок, это у нас баклажан, Это гарнир у нас, да? это у нас перчик. Нет, это гарнир, это будет гарнир. Это у нас будет гарнир. К рыбе. Извиняюсь, да, это будет гарнир. Так, Тебе кабачок, нужно- кабачок у нас кабачок. Тебе как идет? Слайсом? Да, мы делаем их на такие шайбы, но желательно потолще, к сантиметру где-то так. Плюс-минус там вот так, да. Во-во-во, отлично будет. Так, перчик берем. Сколько тебе нужно таких слайсов? Ну, так как у нас 4 порции, Ну, хватит. 8 штучек таких, 8 перчика. Да, Так. кстати, насчет фокусника. Ты все-таки рассказываешь, все это, конечно, хорошо, да, молодец. Да, но вот трудовую деятельность мне бы интересно, почему я подвожу все к этому, да. Мне очень интересно, как и бывшему рекламщику, что ты там рекламой же занимался еще, сам рекламировал свое предприятие и все прочее. Вот это мне интересно. Хотелось бы узнать, да и думаю, нашим телезрителям было бы узнать интересно, каким образом ты дошел именно до этого бизнеса, потому что я знаю, что ты до того, как был мастером, ты занимался люстрами. Да, Да. дело в том, что моя, так сказать, жизнь и моя деятельность началась именно с люстр. Так получилось, что я пришел устраиваться на работу. Ага. Работал сначала вообще обычным грузчиком, потом сборщиком, потом перешел в продавцы. То есть у тебя дослужился. карьера? Да, карьера пошла, как говорится, в гору, скажем так. Ага. Сейчас, секундочку буквально. Нужно чуть-чуть приубавить. Семен, как тут убавить? Чуть-чуть убавить. Вот так вот туда. Вот. Так, чесночок и Вот он. выдавливать. Либо мы можем его не выдавливать, а мы можем его очень-очень мелко, опять же, нарезать. Есть. Нарезать. В общем, я вышел в зал. Продавцы, я начал работать, понял, что мне это очень нравится, работать с клиентами. Ведь продажа это же не просто, если ты понимаешь, что это твое, и ты получаешь от этого удовольствие, именно удовольствие от того, что ты помог человеку, и то, что он пришел, сделал Решил нужную его покупку. проблему. Решил его проблему, абсолютно Да. верно, это точно. И он пришел, прям завораживает, как нарезает Да-да-да. все это дело Семен. Прям это очень чудно. Так вот, когда ты помогаешь, решаешь его проблему и понимаешь, что он тебя потом вспоминает хорошим словом однозначно дома. И возвращается И еще. возвращается. Потом Рекомендует. Возвращается Да, с кем-то, рекомендует. Это Да. такая жизнь идет. И ты получаешь от этого удовольствие, то тогда это профессия твоя. И я тогда Да. понял, что это мое. И отработал, 10 лет в этой компании, дослужился потом до управляющего, Я знаю, оттуда где ты работал, директора. и да. Наш общий друг. Да, наш общий друг, Да, дядя Ваня. который был для меня сначала руководителем, а ныне уже друг-товарищ. Кипит? Да. Нормально? Мгм. Да. Подкипела брокколи, теперь мы ее... Так, теперь нам нужно выключить обе плиточки. Семен, помоги нам. Выключить обе? Да, обе выключить. Все. Соус у нас уже Готов. готов. Давай я Давайте я предлагаю вам всем попробовать. По крайней мере, на соль и на перчик. Нормально. Только обращаю внимание, то есть соус еще до конца не готов. Но, Ему нужно постоять. да, обязательно. Дойти. Ну, на соль, по-моему, как тебе кажется? Мне кажется, нормально. Абсолютно нормально. Да. Семен, Потому что добавить всегда же можно. добавить всегда можно. Да, Ну ладно, тогда так и поступим. Потом пришло время, конечно, когда я понял, что я уже готов идти в свободное плавание и заняться чем-то другим. Подумал, сколько можно работать на дядю. Ну, и это тоже, скорее всего.
Или Ну, нет? на самом деле, когда я принимал для себя такое решение, может быть, это будет удивительно, или как, я как раз-таки об этом не думал, что хватит уже работать. Просто хотелось немножко другого профиля, но при этом сохранить именно ту профессию, которая Ну, непосредственно проверить себя, стала может моя. быть, да? Поэтому я расширил немножко ассортимент и пошел вот как раз-таки в обои, в создание интерьеров. Удивительное. То есть это совсем другой, скажем так. Это тоже интерьер, но с помощью обоев помещение меняется, конечно, очень-очень сильно. Так, берем нашу сковороду, и нам нужно будет масло. Масло какое? Так, перчик, кстати, да. Перчик нарезаем такими как бы уголками, что ли, такими лодочками. Так, используем либо растительное масло, либо, опять же, оливковое. Вот, про рекламу. Про рекламу. Но, Как мы пришли к такой идее? но. Ну, в нашей жизни все на самом деле приходит в нужное время и в нужный час, скажем так. И вот как раз-таки, когда мы снимали рекламу, самая первая вообще наша реклама, мы думали, как же показать обои, как это все. И с моей командой на тот момент нас снимал Дима Аргунов, ты его знаешь, мы Да. все его знаем. И Кажется, я слышал о нем. да, и был оператор у нас, Петя, он есть, но первые ролики Шестаков. как раз-таки, да, мы снимали как раз-таки с ним. Ага. Ну и обратили внимание, что я когда показываю, он говорит, ты пока показывай, рассказывай, а мы там уже найдем, что будем снимать. И так получилось, что я именно показывая, и рассказывая о обоях, мы использовали как раз-таки то, что уже всем известно. То есть мы гладим, показываем наш знак отличительный, и, соответственно, так пошло все это в народ. Не, ну там ты еще в роликах уже что-то там сам то прыгал, то танцевал, то еще там хоп-хоп в кадре появлялся, исчезал. Но это уже пошло немножко чуть позже. скажем позже? так. Это Ага. пошло чуть позже. Ну вот я думаю, что многим это запомнилось, скорее всего. Что-то необычное. В дальнейшем просто, когда мы начали уже один ролик, второй ролик, третий ролик пошел у нас в жизнь, ну, давайте, может, немножко потанцуем, давайте, может, немножко попоем, раскроемся. Но, опять же, моя команда, там, Дима, Петя, и потом уже появились еще другие ребята, с которыми там, то есть они потихонечку, ну, может, если ты рассказываешь, показываешь так о своем товаре, может быть, уже и покажем какие-то, может, какие-то способности твои. Ну, и вот так вот получилось. А давай потанцуем, а давай попоем, а вдруг это понравится, а вдруг, ну, как я вижу и как я слышу, многим нашим клиентам все-таки нравится. И мне это очень радует. Ну. То есть это То есть откликается. реклама эффективна. Так вот, насчет рекламы. Когда мы создавали рекламу, я вот хочу отметить, если вдруг для себя кто-то из профессиональной сейчас подчеркнет, почему и как она работает, рекламу надо снимать, я так считаю, исключительно, в первую очередь, рекламу не как рекламу. Иначе это просто не работает. Ага. Я тоже рекламой занимался, да? Вот я твое мнение хочу услышать. Мне, например, говорили, когда ты делаешь рекламу, всегда задайте вопрос, что ты хочешь добиться этой рекламой, на какой вопрос должна ответить эта реклама. А ты как считаешь? Вот правильно я так лучше сформулирую. Если хороший продавец решает твою проблему и помогает в этом вопросе, мне кажется, реклама как первый рычаг и первый инструмент, он должен опять же отвечать на этот вопрос. То есть решает ли этот продукт мою сейчас задачу? Именно проблему сейчас, вот, ежечасно. Вот, я посмотрел рекламу в интернете или где-то, нужно ли это? И главное, это то место, куда тебе нужно прийти. Или нет. Или позвонить. Или позвонить. Да. Либо заказать. Либо заинтересоваться. Да, либо Что если заинтересоваться. новый продукт. Да, мне вот- Да. Я вот про это почему. Потому что у нас действительно, на самом деле же вообще только два вида воздействия есть на человека. Знаешь, да? Нет. Да? Какое? Шантаж и подкуп. Шантаж и подкуп? Шантаж и подкуп. Больше нету. Ну, как бы не банально это, как не грустно не звучало, да, я тоже вот рекламой очень долго занимался. Шантаж и подкуп. То есть мы либо на страхе, либо как-то человека подкупить. Можно вот ту тарелочку, которая была с маслицем? Маслица? Да. Тоже. И поэтому, да, сюда как его ты это поставим. уже используешь, как ты это обыгрываешь, как говорится, да. Чуть-чуть, да, помазать.
И наши овощи тоже буквально чуть-чуть сверху. Говорим о рекламе, о телевизорах, о вещании. Вот ты, получается, сегодня готовишь для телезрителей, ну, в телевизор. А вот хотел бы задать вопрос, бывают ли у тебя гости часто? Вообще, как это происходит? И что ты любишь готовить для гостей? Гости бывают часто, но, как правило, гости именно вот самые-самые близкие. У меня семья очень-очень большая. И даже, как мы с супругой всегда говорим, даже если мы никого не позвали по каким-то причинам, или кто-то не Все смог равно прийти, как будто каждый раз Рождество. Да? все равно за столом сидит как минимум 10 человек. Всегда. Это проходит завтрак, так, там может обед проходить, ужин. Ну а теперь представьте, если мы пригласили еще гостей, как минимум 5, 6, 7, 8, Да. то, соответственно, у нас застолье это превращается в такое большое. И у нас стол всегда нас самих даже удивляет, потому что готовлю чуть-чуть я, в основном, конечно, супруга, у меня готовит мама, теща. Теща у меня замечательная женщина, у нас замечательные с ней отношения, она бывший шеф-повар, ну как, бывшего не бывает. Вот так сделает. Да, вот так сделаю. И она замечательно готовит, и когда мы встречаемся, она обязательно удивляет блюдо. Так вот, блюда у нас разные. У нас не так, что либо рыба, либо мясо. А что стоит прям фундаментально? Фундаментально у нас стоят пироги. Пироги? Ну, для меня это особенно. То есть я очень люблю пироги, так как я не особо сладкоежка, я люблю очень пироги. Пироги у нас замечательные. Пироги рыбные? Могут быть рыбные, могут быть пирожки? мясные, могут быть на твороге, могут быть с курагой, с фруктами, могут быть различные пироги. Я их просто обожаю. Немножечко, смотрите, хочу заметить. То есть берем мы овощи, сейчас обжариваем. Почему я взял такую сковородку? Сейчас сковородка, в принципе, такая есть. Она создает немножко иллюзию гриля. Ну, то есть она немножко да, поджаривает так. красоту добавляет. Да. Все, уже снимаем. Да, Мне можно кажется, снимать. первую порцию снимаем. Давайте Давай. положить вот сюда. И будем загружать вторую порцию сюда. Оп. Оп. В детстве вот у тебя вот, самые теплые воспоминания с едой, что связано? О, пирожки. Пирожки? Пирожки. Видать, вот и поэтому пироги. Оттуда и пошло, да? Поэтому, наверное, не знаю. Вот сейчас ты А спросил. пирожки с мясом? Я вот Да. сразу- Вкус детства и... Мои любимые ассоциативный. пирожки оказались они самыми любимыми пирожками моей супруги почему-то. Я люблю пирожки с яйцом и с зеленым луком. Ей лучше нравится, это летом? допустим, да, летом, конечно, Когда летом вот и обязательно. полевой лук, Да, и свежие да, яйца да. с курятиной. Это вообще. Ну и опять же вкус детства, мне кажется, он какой-то был другой лук, какое-то другое яйцо. Конечно, оно было такое же, но Скорее всего. это же детство, поэтому. Да. Вкусовые рецепторы по-другому работали, возможно. А чем иногда бывало баловался? Вот что у тебя будет выбор? Мороженое или газировка? Мороженое, исключительно мороженое. Причем газировки, ну, в наше время, по-моему, я даже не помню, была у нас газировка, нет? Был лимонад, да, Ну, лимонад был. точнее, да. Лимонад был называем сейчас замечательный, да. Пирожкопей. Но как-то я предпочитал больше молоко. По мне не скажешь, что я люблю молоко, но я люблю молоко. Так, ну и тогда параллельно делаем салат. Ага. Берешь салат и прямо его вот Рву. Да, Да, я знаю, как это делать. да, замечательно. Один раз видел. Да, замечательно. Да. Дома один Нормально. раз видел. Потом туда же мы нарезаем зелень, там, укропчик, петрушка. Все, что у нас есть в доме, как говорится, нарезаем туда. Да. Ты все-таки житель Якутии, да? А как ты относишься к охоте, к рыбалке и вообще к национальной кухне нашей? Что касается рыбалки и охоты, отношусь замечательно, прекрасно. Когда получается возможность ездить, я это, конечно, делаю. Но все-таки я больше рыбак, не охотник. Как-то вот так вот получилось, что я больше люблю рыбачить. А кухню якутскую? Так, нам понадобится сыр, рассольный сыр. Рассольный. В данном случае у нас есть брынза. Слушай, мелко резать, крупно? Ну, для салата можно так всяко Есть разного еще уже. и сыр фета. Можно. Вот. Если у нас в холодильнике мы обнаружили, что у нас есть фета, не жалейте фету, кидайте фету. Так, сыры пока приготовил тебе в твою сторонку. Так, дальше? Так, теперь берем сыр. Ага.
квадратиками. В данном случае я думал, что у нас будет 2 сыра. Замечательные чудеса. У нас будет 3 сыра, потому что у нас появился еще фета. Это. Как мне моя супруга говорит, и моя любимая теща, использовать надо вилочку. Вилочку. Ага, не ножиком. Да, не ножиком. Берем Давай. и вот так вот прям его как бы разбиваем в творог. В творог. Так, в творог. О, кстати, забыл. Помидорки. Помидорки. Перед этим помидорки. Маленькие помидорки, желательно Они уже черри. размытые уже? Да, да, они уже помыты у нас. И нарезаем их буквально на 2, либо максимум 3 части. То есть не мельчим. Располовинить. Располовинивать, да. Ну, это какой-то греческий сыр, греческий салат Да, получается, а-ля да? греческий. Очень важные составляющие нашего салата это будут помидорки. Сейчас они уже появились в наших магазинах, часто используются. Это сушеные помидоры, такие вяленые, да, в масле. Вот так они выглядят. Очень вкусные, придают нужный вкус. Можно их приготовить в домашних условиях, в духовке. И очень важная заправочка своя домашняя. Вот это, извините, но это уже домашнее. Купить его уже нельзя, можно только сделать. Это мед? На основе... Нет. Нет, не мед, да. Угадайте, пожалуйста, что это у нас? Ну, я не знаю. Масло, масло какое-то. Да, вот. Масло какое-то. Основа, конечно, здесь масла. Масла разные можно смешивать. Опять же, чаще всего я использую оливковые. Зелень. И главное, это горчица. Горчица должна быть домашняя, исключительно домашняя. Какую магазинскую мы не брали, не пробовали, как-то не получалось. А так, чтобы она была вот такая игривая, хорошая. Да, Поэтому, забористая. Да, забористая. Надо сделать вот эту заправочку за день до салата желательно. То есть мы ее делаем, и она у нас всегда дома лежит. Вот она нам придаст очень хороший пикантный вкус. То есть вот эти... Так, ну это в самом конце. Да. А сейчас надо вот это добавлять, да, по-моему? Так, Как ты мне говорил, ты её делаешь? сейчас подожди, сначала помидорки. Давай. Нарезаем помидорки. Помидорки нам нужно будет вот прорезать буквально вот Мелко резать, да? Мелко-мелко, Ну, вот тонко. такими полосками нарезаем. Вот так. Ну это вот консервы, да? Да, в данном случае это покупная консерва, но, повторюсь, если вы не нашли ее, ничего страшного в этом нету, надо просто помидорки взять и приготовить в духовке. Все, это дело мы закидываем прямо туда смело. Давай. Закидываем. Блин, аппетитно выглядит. Да, как это будет все кушаться-то, это будет просто замечательно. Так, И теперь мы... фета. Да, фету, ну давай, ты, допустим, фету, а я, допустим, Ну я, допустим, фету. Хорошо. фету можно ложечкой. Еще раз? Фету можно вилкой, ложкой, как тебе удобно в данном случае. Тоже вот так, да? Нет, вот здесь в данном случае, да, ее нужно мелко, лучше чайную ложечку взять. квадратиками Нет, порезать. чайную ложку лучше возьми. Ага. И вот как бы вот такими маленькими дольками, скажем так. Типа вот так, да? Да, абсолютно Да-да-да. верно. Вот. Получается, тоже где-то это видел. Вот. Ну, мы всегда чему-то учимся и кого-то учимся. Как мы все мужчины, наверное, так, все на глаз у нас происходит. Поэтому, так как Семен у нас профессионал, это его основная профессия, он, наверное, знает и все это на глаз. Но я это делаю все вот так вот. Ну, интуитивно. Да, интуитивно. Сделать. Интуитивно. На глаз. На глаз. На глаз. И все вот тут. Раз попробовал, нет, хотелось бы еще сыра. Давай еще, да, типа. Да, и как бы добавляю. Мне Ну, кажется, пока хватит. можно, пока так. Пока хватит. Пока можно так. Так, теперь берем соль, перец, и все это дело мы смешиваем. Вот. Смешиваем. Ой, извиняюсь. Соус. Пармезан же забыл. Свой любимый пармезан. Пармезан, я Пармезан у нас вот вот здесь лежит. Ага, и его теркой. Да. И нет, в данном случае не терочкой, а берем На. картофельная такая штука, по-моему. И Брыкс. нарезаем вот такими ломтиками. Вот так вот мы нарезаем. Так.
Рыба у нас Так. подоспела уже. Рыба подоспела, предлагаю... Глянуть да вытащить. Нет, лучше, ну да, посмотреть можно и И уже достаточно. выключить, и пускай она просто там стоит. Достаивает, скажем так. Достаивает. Ну и самое главное, это, конечно же, наша заправочка. Так, вот так я сначала мелко горчичку думаю- вытащу, а потом мы сейчас польем прям, польем обильно. Это все дело. Ты вообще И- все ты будешь делать? И то это еще не все. Мгм. Нужно будет 2 мандаринки. Это Поч- такой секрет, Почистить? о котором я даже не говорил вам. Почистить? Да, почистим. Либо И опять? просто сделать... по нарезке у нас в данном случае мастер у нас Семен, поэтому сейчас я его попрошу нарезать именно так, как надо нарезать. Какая именно нарезка там идет? Мандаринкой? Долечками вдоль, ну то есть шайбами, скажем так, но тоненькими, тоненькими. Тоже мастер у меня супруга в этом деле. Нет, Вот так? надо постараться отрезать вот так, да. Вот так тонко. Да, да, тонко. Так, мы чуть-чуть начинаем прибираться. Что мы сейчас будем это... Да. К подаче готовитесь. Подаче готовимся. Ну, запах. Оцените. Оцените запах. Семен. Да я бы, Это, да я бы это сел вот бы уже. заправка дала. Я бы Заправка. сел бы уже. Ну да, горчицей, да? Да, горчица, заправочка. Самое главное, по-моему, там действительно горчица. В самом конце нам понадобится, обратите внимание, кунжутный орешек Будь- и мандарин. Кунжут все предварительно обжаренный. Да. Вот, А это вот, для- вот сразу мастер видит, да? То есть кто-то вот сказал просто кунжут, а мастер сказал, что он приготовленный. Да, я его заранее просто уже поджарил. Под- Он поджарил. уже На готов. сковородке На сухой. сухой сковороде, да. Да. Я тоже один раз где-то видел это. Так, ну все, снимаем нашу рыбу. Да, готовим к подаче. сервируем, Сервируем. кушаем. Кушаем. Наконец-то. Практически будем Собственно, кушать. ради чего мы сегодня собрались. Да, да. Мастер снимет. Опа. Ай, чур я красную рыбу. Так, сковорода. Так, да, кому нравится красный, кому нравится белая, треска и кежуч. Рыбу можно приготовить, повторюсь, любую, кому какая нравится. До Да-да, я Или люблю какая царской есть до простой. в морозилке. Или какая есть в морозилке, абсолютно верно. Я думаю, даже здесь тот же чир, муксун, омуль прекрасно О, ну подойдут. это вообще наши традиционные рыбы, да, без них вообще Так, никуда, и одну они чистую самые я вам вкусные. приготовил. А нельма-то как мне нравится. это Нельма, просто- да. О. Я как старший брат. И сразу 4, С большой ложкой. тарелочки. Кстати, забыл сказать, обратите внимание, я готовлю рыбу на шкурке. Обязательно. Не филе, а именно шкурка, да. Она от этого, мне кажется, вкуснее. Не теряет Правильно, свой... шкура, само собой, она же Да, вкусная. вот эта шкурка, Некоторые кожица, не или как кушали она её. правильно называется. Кожура. Шкура, да. Так, Кожица. О, и третья тарелочка. Еще тарелочка, да. да, Аргунову. Замечательно. Все. Листик убираем, чтобы он нам не мешал. Давай его пока назад. Мгм. Мы польем это дело соусом. Да. Соус как раз загустел, да? Так, теперь мы берем наши непосредственно овощи. Гарнирчик. Арнир. Теплые, замечательно. Давай, Семен, У нас прям вообще будем на выкладку. все ровно-ровно, да. Рыба приготовилась, Да, гарнир приготовился, салат уже вот. каждому Подходит. по 2 кусочка, того, будет замечательно. И прям вот, мужчины, я вам хочу сказать, что мы прям, и все прям пропорционально мы нарезали. Ну, так мастера. Сам себя не похвалишь. Да. Никто тебя не похвалит. Так, Ну что, Семен, Так. действительно, да, мне Перчик. нужно сказать Руслану большое спасибо. Это, во-первых. А во-вторых, ну, дай свою экспертную оценку. Что ты вообще, вот, ну вот, Ну, блюдо, конечно, хорошее, овощи мне нравятся. Рыбу, конечно, я бы поддерживал бы чуть поменьше, чтобы она была сочнее. Все-таки рыба у нас и с устиной готовится гораздо быстрее. Предварительно, например, шпинатного соуса я бы взял бы, раскалил бы сковородку бы, добавил бы там немного оливкового масла. И прямо на раскаленную кинул бы я уже весь шпинат. Способствовало бы это гораздо сильнейшему выделению вкуса. именно И шпината. затем, Шпинат бы и раскрылся бы лучше. Да, и затем бы залил бы их теплыми сливками, чтобы уже на сковороде это было все шкварчало
и затем бы я бы, конечно... Еще для большего вкуса. Да. Да-да-да. Но с И- другой стороны, это... продолжай. Да, и потом я бы, конечно, это все бы через блендер, ну, и я бы его процедил бы через Процедил? сито. Через сито. Для более того однородной консистенции. Так, Я думаю, достаточно. Сюда и сюда. Все, вот прям все, порции готово. Так, Так. оставь вилку себе, это твоя вилку. Да. Так, и все-таки Салат. мне кажется, ну, чтобы прям полностью показать, да возьмем одно блюдо, наложим буквально Так, чуть-чуть. а вот эти товарищи... Вот. Надо же показать нашим зрителям, что мы не добавили еще. Салатик берем, вынимаем прям помидорки, там сырок, как все. Давайте. Пока достаточно. Вот она наша красота. Это можешь похлопать. Да. Да, это... Потом мы делаем. Давай лучше добавим мандарин. Давай. Мандарин. Мандарин. Мгм. Причем мандарин сейчас здесь выступает не просто эстетика, он действительно кушается. Вы, Да, а почему когда нет? непосредственно будет Да. человек И затем брать, мы хаотично он обязательно должен поливаем. мандаринку зацепить. Да, во. И Да. кунжутом. Обязательно. Хоть прямо сейчас в Инстаграм, да? Опа. Ну вот как-то и так. Да. То есть основное блюдо, рыба, наши овощи и салатик. Все время занимает готовки где-то в среднем 50, максимум час времени. Да, мы где-то Ну, вот, так и управились в 3 руки. Осталось Да. пробовать? Да, надо Осталось пробовать. пробовать. Осталось пробовать? Надо пробовать. Да. Так. Кайфушечка. Кайфушечка. Аромат хороший. Аромат хороший. Я переживал, что, может быть, соли недостаточно будет. Нет, оказывается, нормально. В соусе? В соусе Да, в ровно. соусе. В соусе ровно. Теперь возьмем красную. Не, ну все-таки красная рыба, она стоит особняком. Поэтому, Она сама по конечно, себе. она сама по себе Да. вкуснее, жирнее, поэтому... Испортить как-то- ее да, очень сложно. Испортить ее как-то очень сложно. Да. Ну и салатик. Салатик надо постараться, да, вот прям вот так вот. Вот так вот, прям с мандаринкой, с помидоркой и как-нибудь с сырком, что ли, вот так вот. Ну вот это все-таки специфично для меня. Эстетично? Специфично. Специфично. Вот этот помидор. Я чуть ли не в первый раз такой ем, что Да? ли? Да. Или может где-то ел, но просто специально не ел. Да. Все очень вкусно. На самом деле, чем дольше она постоит, тем будет вкуснее. Еще будет. Мне кажется, мне кажется, нам удалось. Да, удалось, да, действительно Удалось. очень вкусно. Спасибо тебе, Руслан, еще раз. Может быть, ты, да, что-то хочешь пожелать нашим телезрителям, какое-то специальное пожелание. Маленькая реклама своего магазина. Обязательно. Нет, обойдемся без рекламы. Но хочу пожелать всем, кто меня смотрит и нас сейчас наблюдает, пожелать всем хорошего настроения, счастья своего личного, любви. Без этого никуда. Чтобы ваши дома были наполнены хорошей атмосферой, чтобы у вас были большие крепкие семьи, и чтобы у вас в жизни было все хорошо. Также вкусно и красиво, как было сегодня. Спасибо. Да. Спасибо, Руслан, тебе еще раз. Да, и на этом мы заканчиваем нашу передачу. Смотрите нас на канале Якутия 24 каждую субботу, воскресенье 18:15. До встречи, друзья. А мы дальше продолжаем кушать. Да, мы с вами еще не прощаемся. Мы за кадр уходим хитро и продолжаем кушать.